Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Одним из старейшин региона, чьим мнением дорожит наше общественное движение, является гость студии Матвей Мучин, кандидат педагогических наук, заслуженный работник народного хозяйства республики. 11 февраля Матвею Васильевичу исполняется 80 лет. Большой вклад Матвей Васильевич внес в экономику региона в самые трудные годы ее становления и развития. Об этом и не только мы поговорим сегодня непосредственно с ним. Матвей Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо. Давайте начнем разговор с вашей депутатской деятельности, когда вы присутствовали в Верховном Совете ЯССР. Какие ключевые решения принимал депутатский корпус в вашу бытность? Да, действительно, я был депутатом Верховного Совета 12-го созыва. Великая заслуга этого Верховного Совета – это принятие Декларации о государственном суверенитете 27 сентября 1990 года. В результате больших дискуссий, споров, всплеска эмоций была принята декларация. Особенно отличались некоторые депутаты из Мирного. Александр Боткнов, Александр Богуславский, из Неринга Владислав Маренный, из Амяконя Пастухов, из Алдана Николай Шкаруба и другие. Иногда даже проскальзывало такие мнения, что при определенных условиях можно было бы отдалить западную часть республики от центрального региона. Но это, конечно, не устраивало большинство депутатов, поэтому другие депутаты, такие как Охлопков Филипп Гаврилович из Мирно-Канганского улуса, Винокуров Василий Степанович из Аймакония, Ларионов Егор Михайлович из Намцев, Волготов Юрий Александрович из Якутска, Власов Василий Михайлович, Петраков Анатолий Дмитриевич и другие, а также депутат Егор Стеков из Верхневилюйска, депутат из Ленского района Михаил Семенович Санников, и другие вообще дали соответствующий отпор таким высказываниям. И, конечно, в результате больших споров, дискуссий наша декларация была принята большинством голосов. Основные постулаты этого суверенитета, декларации, были положены в основу новой Конституции Республики Саха-Якутия, которая была принята в апреле 1992 года. Я, как член Президиума Верховного Совета, как председатель постоянной комиссии по науке, культуре, образованию и языкам, принимал, в общем-то, довольно активное участие во всех этих делах, подготовке сессии, во время сессии и так далее. В общем, основные законы, которые мы приняли, самый главный закон, это, мне кажется, закон о статусе Якутска СССР. Этот закон определял фактическое верховенство государственной власти на ее территории. А также был принят закон о собственности Республики Саха-Якутия в начале 1992 года. Потом было принято постановление о разграничении собственности между Республикой Саха-Якутия и федеральным центром. И потом, в результате чего это соглашение было подписано Ельциным и Михаилом Николаевым. Но также были приняты ряд других документов. Шла большая подготовка к федеративному договору, который был подписан 31 марта 1992 года, а также о разграничении полномочий между органами государственной власти Республики Саха-Якутия и федеральных органов 1995 года. И к этому было еще прикреплено 15 соглашений относительно бюджетной политики, миграции, занятости населения, образования, науки и так далее и тому прочее. В общем-то, по инициативе Михаила Ефимовича, он был главным генератором, главной движущей силой всех этих преобразований. По его инициативе была переименована название республики, раньше Якутская Саха-ССР, а сейчас Республика Саха-Якутия. Было создано новое правительство на основании федерального закона номер 184, и сейчас является самым главным исполнительным органом, высшим исполнительным органом Республики Саха-Якутия. По инициативе Михаила Ефимовича был принят флаг, герб Республики Саха-Якутия. В 1992 году был узаконен Конституционный суд.
В 1994 году начало работать новое собрание, ЗАГС-собрание, Ильтемен. Вот. Поэтому можно сказать, что полным правом, что за какие-то 5-6 лет во главе с Михаилом Ефимовичем республика обставила себя всеми атрибутами государственной власти. И я, как депутат Верховного Совета, рад, что принимал участие во всех этих акциях. Ну, еще один самый главный является то, что еще в 1991 году, 11 декабря, был подписан указ президента Российской Федерации о полномочиях Республики Саха-Якутия в использовании природных ресурсов. Это один главный документ, по которому вот, наш бюджет по достоинству наполнялся, надо сказать, ежегодно. И дальше, вот, конечно, много было принято нормативных актов, обо всем говорить, конечно, сейчас не будем. Действительно, время тогда было непростое, но события, которые тогда происходили, стали ключевыми и знаковыми в развитии нашей республики. Да. Матвей Васильевич, долгие годы вы возглавляли департамент по подготовке кадров нашей республики. Да. Скажите, чем было обусловлено решение обучать специалистов за пределами региона? В начале 90-х годов, да, вот мы делали анализ на 10 тысяч населения. У нас в республике приходилось студентов совсем мало высших учебных заведений. И мы занимали по этим показателям где-то 40-50 место в масштабе Российской Федерации. А потом Михаил Ефимович провел очень большую работу, масштабную, долгоиграющую, мудрую вот, политику проводил. В результате чего, значит, наша республика через 10 лет уже по этим показателям занимала масштаб Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской области где-то 5-е место. Вот, дальше Организация Объединенных Наций вот, выявлял так называемый человеческий индекс человеческого развития. По этому индексу мы в 90-х годах тоже занимали где-то 40-50 место, так? А уже в 2001 году мы по этому показателю занимали где-то 8-е место. Это говорит о том, что приоритетное направление, которое принял наш президент, было совершенно правильным. Меня назначили директором департамента, я работал где-то 10 лет. Мы установили очень хорошие связи со многими вузами не только Российской Федерации, стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Когда я в 2002 году ходил постоянным представителем Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге, мы уже имели договорные отношения с 350 вузами Российской Федерации, стран СНГ, дальнего зарубежья, где обучались более 4500 студентов и аспирантов. Так что эта политика была долгоиграющая, самая нужная. Мы обучали студентов по 228 специальностям, которые не проводил наш университет, по которым не обучал наш университет. В общем-то, надо сказать, что обучение в Западной Республике – это самое мудрое решение вот, руководства нашей республики, самое мудрое решение. Вот, я могу так сказать. Потому что, если даже брать сейчас пример, да, вот у нас первый президент окончил Омский вуз, и в Москве он оканчивал, Николай Михайлович. Что Вячеслав Анатольевич кончал во Владивостоке и в Москве кончал. Вот. Третий наш президент Егор Афанасьевич Борисов, он учился в Новосибирске и учился в Москве. А сейчас глава Алексей Сергеевич выпускник Московского госуниверситета имени Ломоносова. Я вот посчитал недавно, вот, кто такие были председателями правительства нашей республики, начиная с 1966 года, когда был сюда направлен Иван Иванович Петров, председателем правительства Республики Саха-Якутия. После Петрова Маркин был Сергей Николаевич, после Сергея Николаевича был Владислав Шамшин, а потом, значит, был Иванов Климен Егорович, Вячеслав Анатольевич, Михаил Ефимович сам, Федор Сахалинов, который был там губернатором, тоже был председателем правительства. Кадишев Юрий Васильевич был. Так, Назаров Семен Николаевич был председателем правительства. Егор Афанасьевич, Данчик и так далее, Солодов, Чекин, ну и нынешний вот так. Все они выпускники за пределами Республики Саха-Якутия. Поэтому игнорировать
вот обучением, воспитанием наших кадров за пределами республики вообще не следует. Надо держать. Почему я сейчас говорю? Потому что я смотрю сейчас более-менее вот то начинание, которое было у департамента, начинает немножко угасать. Наш департамент был единственной структурой в масштабе всей Российской Федерации, а сейчас я смотрю, этот департамент в лице каких-то 2-3 человек упрятали за каким-то Министерством науки и профобразования. Поэтому нам надо восстановить, тем более мы тогда получали много целевых мест, потому что я, как директор департамента, установил очень тесные связи с ректорским корпусом Российской Федерации, начиная от Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, ну и других городов. Я знаком со многими, я сосчитал бы сейчас этих... Не хватит, мне да, кажется, не хватит, да, и здесь списка не хватит. Но в большинстве них, я же работал почти 25, где-то 30 лет тому назад, поэтому сейчас вот многие из них стали президентами или куда-то ушли вот так, на другую должность. Вашу деятельность в департаменте я в полной мере ощутил в 90-е на себе, потому что тоже учился по направлению департамента, в Новосибирске я учился. Да, в Новосибирске. Вот, между прочим, много учили в Новосибирске. Вот из наших выпускников, скажем, вот Марничев, нынешний генеральный директор Алмаза Анвара, он в Новосибирске кончал. Вот. Нынешний генеральный директор РИКа Алексей Петрович, тоже через наш департамент обучался. Нынешний глава, генеральный директор железной дороги Якутии Шимухин, тоже наш выпускник. Вот. Я уверен, таких людей больше, чем достаточно. Всех можно перечислять, очень много. Давайте поговорим о вашей работе в Санкт-Петербурге. Вы стояли во главе представительства республики в этом городе, занимались и ветеранами Отечественной войны, и молодежью, и под каким-то другим наверняка вопросом к вам люди обращались. Что было интересно в Санкт-Петербурге? Направлений работы очень много было. Наша работа была, проводилась в рамках того соглашения, которое было подписано нашим президентом и губернатором города Санкт-Петербурга. Вот одна из них, скажем, это в области научно-технической, в области торговой, экономической, в области культурной, в области социальной и так далее. Но обо всем этом говорить сейчас времени нет, да? Но я с самого начала уделял большое внимание работе с ветеранами, потому что очень много ветеранов труда и тыла, балкаников, которые здесь работают в нашей республике, они под старость лет уехали в Санкт-Петербург и там живут. Их там несколько сотен человек, так? Поэтому я уделял большое внимание их судьбе, как они там живут, чем они занимаются, какая поддержка со стороны и тому прочее. И сразу в 2002 году, в ноябре месяце, мы поставили обелиск защитникам Ленинграда, якутянам, которые на начало войны в 1941 году оказались в Ленинграде. Их оказалось где-то более 30 человек. И мы поставили обелиск на Пискаревском кладбище возле памятника Мать Родина. И после этого нашим примером последовали все другие субъекты. Сейчас там целая аллея. Все области, края, республика поставили такие же памятники там, защитникам Ленинграда. Это одно. Но вы были первыми. Мы были первыми. Якутяне почему-то первые. Не Татарстан, не Удмуртия, и не Чечня, и не Ингушетия. Так ведь? Мы были первыми. Нашему примеру последовали. Потом я старался оказывать поддержку тем ветеранам, которые здесь много работали. Скажем, один пример. Сарцарская Наталья Николаевна. Она является первооткрывательницей трубки Зорница в Алмазной провинции. Так? Но она открыла эту провинцию в 1954 году на основе Пиропа. В общем-то, она не открыла сразу, не нашла алмазов сразу, а потом уже осень наступила, зима наступает, она уехала в Ленинград. А на другое лето она не смогла приехать, потому что родила девочку, так? И ее подруга приехала, Лариса Попугаева. И она как раз по рекомендации Натальи Николаевны как раз именно нашла
первый алмаз. И там все начали вот наступать на попугая. Вы это знаете, ребята. Амакинская экспедиция, москвичи и так далее, и тому прочее. Я, в общем-то, старался писать письма руководству Алроса несколько раз, да, чтобы вот человеку, который имел удостоверение, что она является первой зорницей, оказали материальную поддержку. Но, увы, к сожалению, не было никакой помощи. Она, в общем-то, конечно, не нищенствовала, но она жила не очень-то богато. Вот, в общем, очень молодец, патриот. Она приезжала однажды сюда в 2000 каком-то году. Тем не менее, значит, вот эта компания, конечно, очень плохо обошлась вот с ней, надо сказать. Она вот буквально за 97 лет умерла недавно. Давайте на грустной ноте заканчивать не будем. Матвей Васильевич, я от всей души поздравляю вас с наступающим юбилеем. 80 лет, возраст солиднейший. И желаю вам крепчайшего здоровья. Спасибо за беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». И у нас в гостях сегодня был кандидат педагогических наук, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Матвей Мучин. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.